В больничном коридоре Сафият Майсагову увидишь не так часто. Коллеги знают, что практически все свое рабочее время провизор-фармацевт проводит в аптеке. Ее утро начинается с привычных дел – заполнения журналов, поиск новых и важных для пациентов препаратов. В работе применяет современные методы проверки лекарств. Больной приходит с рецептом. Он расписывается на рецепте с обратной стороны. Получил и роспись. Я сканирую рецепт. И мне вот программа выдает все данные. На кого выписан рецепт, сколько упаковок и наименование препарата. Сафият Майсагова еще в детстве знала, что станет провизором. Так и случилось. После окончания Пятигорской медико-фармацевтической академии с желанием работать пришла в Назранскую городскую поликлинику. В профессии Сафият Майсагова почти 25 лет. Работу свою любит, ведь от ее сферы деятельности напрямую зависит здоровье человека. Эта профессия мне нравилась издавна, до того, как это поступила. Аптечная профессия мне нравилась всегда. У меня и сестры по этой линии работают. Не знаю, так получилось. Такое хорошее качество. Ну, пришли к ним люди в аптеку. Ну, нету лекарства, нету. Она и не несет никакой ответственности, потому что она обязана отпустить то, что есть в сети. Нет, они чаще всего обзвонят все аптеки по сети нашей внутренней, поинтересуются, значит, договорятся, чтобы этот препарат привезли сюда. В общем, стараются, чтобы как-то обеспечить пациентов медикаментами. В отличие от фармацевтов в частной аптеке, у провизора в лечебном учреждении намного больше работы и обязанностей. Навыки продаж здесь не нужны, но важно уметь мониторить движение лекарственных препаратов, быстро принимать решения и работать оперативно внутри лечебной аптечной сети. Среди множества самых разнообразных лекарств настоящий профессионал в два счета найдет тот самый нужный пациенту. На самом деле профессия фармацевта, она намного ответственнее, чем думают многие. Они так же, как и врачи, отвечают за жизнь человека и изучают основы и строения организма. И не случайно важно знать все о побочных эффектах и противопоказаниях, чтобы избежать нежелательных последствий. Профессиональный праздник фармацевты отмечают 2 раза в году. 25 сентября празднуют во всем мире и 19 мая в России. Первые аптеки в нашей стране появились еще в конце 19 века. Сегодня фармацевты – одни из самых востребованных специалистов. В городской поликлинике аптека открылась в 2007 году. Раньше лекарствами занималась старшая медсестра. Свой собственный фармаколог, конечно, облегчил работу медицинским учреждениям. Очень много разных проблем. Почему? Ну, во-первых, мы получаем для поликлиники, для нужд каждого из кабинетов медикаменты. Значит, это она контролирует. Помимо этого мы получаем медикаменты в поликлинику по разным программам. По федеральной программе это дополнительное лекарственное обеспечение. По региональной программе, по местному бюджету это бывает направление по сахарному диабету, по различным сердечно-сосудистым, значит, по этому направлению тоже медикаменты получаем. Фармакологи, фармацевты и провизоры – они сегодня принимают поздравления. Представители этой важной профессии заслуживают самые теплые слова. Рина Цичуева, Султан Магушков, Магаз 24.